Приветствую всех зрителей телеканала «Якутия-24». С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. В Якутии наконец наступила приятная солнечная весна. Лужи подсыхают, цветут подснежники, в районах проводятся различные фестивали, выставки и соревнования. Некоторые яркие события из этого потока инфоповодов осветим сегодня в выпуске. Приближается время ледохода. Напомню, что за движением льда можно наблюдать онлайн. Мониторинг в режиме реального времени паводковой обстановки и уровня воды в реках Лена и Колыма производится через систему видеонаблюдения. Итак, вдоль реки Лена видеокамеры установлены в следующих населенных пунктах: в Ленске, Алекминске, в поселке Сангар, селах Титары, Улахан-Ан, Булгуняхтахе, Верхнем Бестяхе, Максагалохе, Покровске и на Табагинском мысе. А вдоль реки Колыма камера установлена в поселке Зырянка Верхнеколымского района. За движением ледохода можно наблюдать на портале республики. Адрес вы видите сейчас на экране. Проекты по созданию инновационных животноводческих комплексов готовят в Якутии. Инициатором и исполнителем первого проекта станет компания «Сана-Олох». Комплекс мощностью около 5000 литров молока в сутки планирует открыть в селе Сымах Мегино-Кангаларского улуса. На комплексе замкнутого технологического цикла тепло и электроэнергия будут производиться за счет переработки отходов жизнедеятельности животных. В комплексе будут использованы собственные импортозамещающие разработки, в том числе высокотехнологичного оборудования. Сумочки и ободки в этно-стиле, снежные очки и национальные костюмы коренных малочисленных народов Севера можно было увидеть в Москве. На площадке ВДНХ завершилась международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера». Якутию представили мастерицы, ювелиры, кузнецы и косторезы. Всего около 20 участников. О традиционной одежде и новом взгляде на вещи в материале Айсены Бурнашовой. Этот костюм именно для езды. Да, это ездовой костюм. Зимний костюм называется. Парка из шкуры оленя и росомахи, меховые варежки, к ним теплая шапка. С таким комплектом на севере точно не замерзнешь, говорит мастерица Лариса Гарулина. В любой мороз. И весной не холодно, и не жарко. Еще один обязательный атрибут – камусные штаны или по-другому меховые брюки, а дополняет образ обувь с подошвой в виде щетки, чтобы не скользила. Щетки тут собирается из 28 штук. Вот одна подошва состоит, каждого одного оленя. С выделкой камусов. Обязательно это с детства идет. Для оленеводов и для рыбаков мы шьем обязательно одежду, потому что без этой одежды им будет тяжело. Изюминки. В северный аутфит добавят снежные очки из фетра и бисера. Новый взгляд на традиционные вещи диктует Аксинья Сивцева. Да, у меня 3 парочки. Вот 2 долганских и вот 1 ивенкийская. В этих очках только фетр. Вот фетр. А в них что-то видно через фетр? Очень хорошо видно, все видно. Действительно, все абсолютно видно. Отлично. И смотрится классно, да? А главное, от солнца защищают. В тундре, когда снег буквально слепит глаза, это важно. Впрочем, очки оценили и москвички. Очень красиво, очень качественно, и я бы одела это, да. «Сокровища Севера» не просто выставка, но и конкурс на лучший костюм или аксессуар. Жюри оценивают каждую бусинку, шов и узор, особенно их значение. Вместе с якутянками за первые места борются еще 44 участника из разных уголков страны. Время идет, время меняется. И мы все равно должны чувствовать свою эпоху и оставить свое. Мы должны оставить современный костюм, но с национальными традициями. Мастера надеются завоевать первые места, но и рассказать о традициях народа. Сохранить знания для будущих поколений значит многое. Мы сохраняем традиции и передаем свои традиции из поколения в поколение. Наши предки раньше так делали. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Теперь о культурных новостях из столицы Алмазного края. Мирнинский театр – один из самых молодых профессиональных театров Якутии. Был основан в 2008 году. На сцене театра ставят свои спектакли режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска и других городов. Сегодня в репертуаре более 50 спектаклей, постановки как классических, так и современных пьес. Подробнее о работе театра в сюжете.
Волшебный мир театра наполнен удивительными эмоциями. Чарующая атмосфера создает ощущение волшебства. Но кто стоит за яркими переживаниями и волнующей аурой? Первая мысль, которая приходит в голову, конечно же, актеры. Позже вспоминаются гардеробщики, швеи и режиссеры. На самом деле над реализацией идеи одного спектакля, даже без учета автора пьесы, трудится множество людей. Вот коллектив у нас на самом деле небольшой, 66 человек. Из них труппа тоже не такая большая, должно быть 22 артиста, а на самом деле у нас только 14. Но если говорить именно про наш театр, он вообще был создан на базе этого города для того, чтобы мы могли обслуживать район. Почему? Потому что достаточно промышленный у нас Минский район, где нет ни одного такого учреждения, как театр. Пожалуй, самая желанная и главная профессия театра – это актер. Дмитрий Желнин приехал в Мирнинский театр с Новосибирска. Сейчас он ведущий мастер сцены, то есть актер театра. Работаю я относительно недавно. Это мой такой полноценный первый сезон. Но за этот сезон я достаточно очень много сделал ролей. Это большие такие, это как Обломов, Предатель, Габышев Андрей. Чтобы подготовить актеров к выходу на сцену, используется работа многих людей. Бутафоры, которые подбирают реквизит, гримеры, наносящие макияж в соответствии с образом, а также множество других специалистов, парикмахеры, постижеры. Здесь у нас находятся вещи, которые у нас будут участвовать в спектакле. Это необходимо для того, чтобы артист у нас прибежал, быстренько забрал свои вещи и убежал. Потому что за каждым артистом не всегда угонишься, у них ритм свой. Как ни крути, он не попадает под наши какие-то реалии, под наше время и так далее. Вот артист пришел, взял. Я кстати, зациклен очень на фактуре. И на каждый спектакль люблю заказывать настоящее какую-нибудь такую вещь, допустим, это козлик. В театрах есть собственные узконаправленные цеха по изготовлению реквизита, мягких декораций, различного трикотажа, а также столярных изделий. Работаю тут с 2010 года. Был столяром сперва, и недавно стал завпостом. Она заключается в том, чтобы все контролировать, выпуск спектаклей, производство декораций, работу цехов. Если вы решили связать свою жизнь с театральным миром, то не обязательно становиться актером. Профессий довольно много и есть из чего выбрать. Для начала важно найти то, что близко и интересно, а потом развиваться в выбранном направлении. Ведь волшебный мир театра наполнен удивительными эмоциями. Анна Васильева, Мирный. Лучшие номера фестиваля «Мирный поет о мире» показывали почти 3 часа. Участники фестиваля из разных городов показали, чему научились за 8 дней фестиваля. Подробности узнавала наша коллега. В фестивале «Мирный поет о мире» поучаствовало более 500 человек, жителей Мирнинского района и гостей. За 8 дней участники побывали на десятки мастер-классов по каллиграфии, хореографии, вокалу, волонтерству, театральному искусству. Церемония закрытия фестиваля собрала полный зал Дворца культуры «Алмаз». Гала-концерт длился почти 3 часа, но, как отметили некоторые зрители, для них прошел на одном дыхании. Участники фестиваля из разных городов показали, чему научились за 8 дней фестиваля. В программу гала-концерта вошли только лучшие номера. Их определяли приезжие гости. В 8 номинациях определили призовые места и лауреатов. Диплом первой степени вручается Анастасии Самойловой, город Мирный.
Дипломанты и лауреаты фестиваля получили от спонсоров портативные колонки и денежные сертификаты. Но самое главное – опыт, который в будущем поможет раскрыть и приумножить творческие навыки. Следующий фестиваль «Мирный поет о мире» пройдет в 2025 году. И о спорте. Тампонским чудом называют ДЮСШ Сайды. В этой спортшколе учатся дети из многодетных и малообеспеченных семей из всех поселений Тампонского района. И именно там куются чемпионы по вольной борьбе, рассказывает Мария Винокурова. В Тампонском районе в 2012 году на базе Энгинской средней школы открыта ДЮСШ Сайды. Хотя филиал Красноярской спортшколы при этом образовательном учреждении был организован еще в 2006 году по инициативе заслуженного мастера спорта СССР по вольной борьбе Михаила Дмитриевича Амосова. При открытии школы моя цель была, чтобы спортивные достижения были. Но это не основное. Основное, чтобы из этих детей малоимущих семей сделать нужных людей в жизни, которые были нужны для общества, для развития нашей республики и России, как говорится. В спортшколе около 30 воспитанников с 1 по 11 классы, которые и составляют основной костяк Энгинской средней школы. Вольной борьбой занимаются не только юноши, но и девушки, живя в интернате и выезжая к родителям в Хандагу только на выходные. Секрет успеха – ежедневные тренировки, без перерыва на летние каникулы. Многие из них призеры и победители республиканских, российских, дальневосточных и международных турниров по вольной борьбе. В копилке 2 серебряные и 1 бронзовая медали международных спортивных игр «Дети Азии». В этом году выпускница ДЮСШ Евгения Огородникова стала чемпионкой международного турнира по вольной борьбе имени олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Сила воли у меня есть, дисциплина, а самое главное – тренировки. Даже летом я не пропускаю тренировки. Сейчас я чемпион Благовещенска, Москвы и Владивостока. Я там вставал 6 раз призером и участвовал 6 раз. И я хочу стать олимпийским чемпионом. И это моя цель. Разве это не удивительно? В Энгинском Настеге, где всего-то 400 жителей, столько одаренных спортсменов. Разве это не тампонское чудо, которое создал не менее уникальный, мудрый наставник Михаил Дмитриевич Амосов, и которому в этом году исполнилось 75 лет. И до сих пор его душу греет заветная мечта когда-нибудь вырастить олимпийского чемпиона. Мария Винокурова, Энгинский Наслег, Тампонский район. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. Встретимся в эфире.